Здравствуйте! В эфире передача «Посвящение в историю». Тема сегодняшней передачи – «Кавказская йога». И обязаны мы этой интересной темой Зауру Жанне. Он выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова и уже более 40 лет занимается теорией и практикой йоги – кавказской, тибетской и индийской. Итог этой многолетней практики – книга «Путь избранных. Секреты кавказской йоги». Здравствуйте, Заур. Здравствуйте. Очевидно, что осколки кавказской, адыгской культуры, они как бы уже фрагментарны настолько, что трудно собрать их в какое-то единое целое. И как вам в этих условиях удалось найти подтверждение того, что Уоркхабза – это не просто поведенческие нормы и прочее, но и учение о Вселенной и о роли человека в ее судьбе? Почему я назвал свою книгу «Путь избранных. Секреты кавказской йоги». «Путь избранный» – это дословный перевод слова Уоркхабза, потому что хабза – это традиция, учение, путь, а ворк – это элита, избранные по-русски. Вот, поэтому так называется эта книга. Действительно, когда мы читаем, изучаем историю адыгов, мы видим, что существовала такая мощная тема воспитания, поведения, которая имела многочисленные этические предписания. Но любой ученый знает, что всякие нормы, каноны формируются вокруг духовного стержня. Поэтому в течение многих и многих лет я искал именно этот стержень, понимая, что он обязательно должен быть. И многочисленные к тому источники, которые появились и в последнее время, в первую очередь это книга, большая книга Мурата Ягана о Уоркхабзе, которая имеет подзаголовок «Наука универсальной любви». Покажу-ка я на камеру эту книгу, вот она. Эта книга вышла в Канаде, и, к сожалению, только англоговорящие люди могут ее пока что прочитать, но я надеюсь, что после нашей передачи эту книгу, может быть, и кто-то будет переводить на русский язык. В моей книге 57, около 60 источников, которые так или иначе говорят о том, что на Кавказе в течение столетий, тысячелетий существовала своя уникальная система самосовершенствования физического и духовного составляющей человека, которую называли Уоркхабзе. Наших зрителей может на какое-то время отвлечь сам термин «йога». А так, в принципе, если хорошо вдуматься, ведь у нас же были всякие хорыбза у адыгов, которые непосвященные не понимали. То есть даже те осколочки, которые остались, говорят о том, что было нечто, что непосвященные не знали. Конечно. И это было не только на Кавказе. По сути дела, все большие народы имели некое скрытое ядро духовное, вокруг которого формировалась их культура. Вы писали, что практика очищения в кавказской йоге как-то отличается от индийской, но я не очень поняла это место. Почему я называю кавказская йога? Потому что, во-первых, такой термин был придуман 200 лет назад князем Валевским, который посетил Черкесию и получил некое посвящение, поскольку был княжеского рода, и он выпустил такую книгу в начале прошлого века, которая называлась «Кавказская йога» в Америке, будучи послом Польши в Америке. Вот. Во-вторых, очень важно то, что вот эти системы самосовершенствования, самооздоровления, они обязательно подходят целостно к человеку. У Мурата Ягана или у этого Валевский есть какие-то примеры, как они это делали, вот эту целостность?
Особенно подробно об этом пишет Мурат Яган в своей книжке, утверждая... Книжка-то толстая. Да, большой том. Кстати говоря, первый том, второй том еще готовится к печати. Первый том полностью посвящен процессам оздоровления и очищения на 4 уровнях. Уровень тела. Предлагается совершенно оригинальная гимнастика, которая, по утверждению Мурата Ягана, совершал каждый всадник перед тем, как сесть на лошадь. Поэтому эта система, она очень динамична. Она включает в себя не только упражнения, но еще 2 важных компонента: эмоциональный настрой и специальное дыхание. Я, поскольку изучал многие системы дыхательные, скажу, что это абсолютно уникальный подход дробного дыхания, когда и вдох, и выдох делается настолько мощно, что позволяет человеку быстро привести себя в состояние полной боевой готовности. Точно такая же гимнастика предлагалась сделать прекрасным дамам для того, чтобы поддерживать свою форму на протяжении всей жизни, потому что без вдохновления красивого, прекрасного пола ни один черкес не выезжал на поле битвы, как говорится. Второй момент важнейший – это эмоциональное очищение. Эмоциональное очищение связано с тем, что мы допускаем в своей обыденной жизни очень много негативизма. Уорхабзе подчеркивает, что негативизм – это ошибка. Причем ошибка на уровне часто смертельной ошибки. Даже такой простая, вроде как негативная эмоция, как раздражение, которой мы так все подвержены, да, она может привести к целому ряду эмоциональных блоков, которые нейтрализуют свободное течение жизненной энергии и приводят к тем или иным заболеваниям. Поэтому очищение это предполагает какой-то эликсир. Такой эликсир Уорхабзе в кавказской йоге был обнаружен и широко использован. Он называется «12 атрибутов безусловной любви». А он не взял это у тибетцев? Да нет, у тибетцев, кстати говоря, нет этого термина. Тибетцы оперируют термином сострадания. Поэтому любовь – это совсем другое понятие. И те 12 атрибутов любви, именно 12, их тоже нигде нет, ни в одной другой системе. И если мы внимательно их проанализируем, то поймем, что